Всем привет! Сегодня прошел вебинар по энергетической безопасности, который организовал офис Светланы Тихановской. Я на нем выступал как keynote-спикер, и поэтому решил продублировать свой доклад для читателей. Значит, в начале своего выступления я вспомнил о существовании такого базового постулата Атомтеха, о том, что ядерная энергетика, она строится исключительно на фундаменте энергетической трилеммы, так называемой. То есть на пересечении энергобезопасности, рентабельности и экологии. И вот именно этот многомерный подход, он как бы критически важен для Беларуси сегодня, когда мы только начинаем делать такие первые неуверенные шаги к подлинной технологической независимости и к энергетической независимости. Вот. Каков же статус Беларуси сегодня? Имеется два реактора ВР-1200 поколения 3+, мощностью 2,4 гигаватта. По официальным данным, они как бы позволили Беларуси замещать около 5 миллиардов кубометров газового импорта в год. Но энергетического суверенитета это не принесло. По сути, мы просто поменяли структурную зависимость от углеводородов на тотальную финансово-техническую зависимость от зарубежных поставщиков топливного цикла. То есть фактически отказ от части газа Минск купил ценой тотального, долгового и инфраструктурного, кстати, поглощения другой страной. Вот и все. Критическая проблема Беларуси – это не импорт ядерного топлива, это мировая практика на самом деле, а тотальный отказ от национального управления жизненным циклом АЭС. То есть весь международный опыт, он совершенно иной. То есть Чехия при импорте параллельно развивает собственные инженерные, исследовательские и регуляторные возможности, диверсифицирует поставщиков топлива. Финляндия создала эталонный независимый регулятор и уникальнейшую по мировым масштабам инфраструктуру захоронения высокоактивных ядерных отходов – Анкала. Южная Корея за несколько десятилетий из импортера эволюционировала в экспортера. Наконец, Украина. Страна обладала огромным парком исключительно советских реакторов ВР, и Киев еще задолго до полномасштабной войны адаптировал геометрию своих реакторов под топливные сборки альтернативного поставщика Westinghouse, при этом как бы ликвидировав ядерную монополию Российской Федерации. И на фоне этих стран Беларусь не просто импортирует оборудование. Она добровольно передала России абсолютно весь сервисный, диагностический, управленческий функционал. И это все без сколь-либо значимых попыток локализации компетенций на месте. То есть такая архитектура – это не просто технологическая слабость отрасли, это стратегическая зависимость, и на этот раз от внешнего центра принятия решений. Сегодня неоспоримо то, что аппаратная база, реактор ВР-1200, он абсолютно надежен. Эти реакторы оснащены многоуровневой системой безопасности от двойного контайнмента до ловушки расплава. Росатом проектирует качественно, и Европейская группа регуляторов ядерной безопасности это обоснованно подтверждает. Однако любая передовая физика реактора обесценивается, если в стране нет юридически автономного регулятора, который бы обладал правом жесткого вето, вопреки каким-то политическим амбициям. Мировой фундамент безопасности, он как бы бескомпромиссен. Институты надзора обязаны быть категорически изолированы от любых ведомств, которые продвигают или строят АЭС. Вспомним здесь эталонный пример финского регулятора СТУК в проекте Ханхи-Киви. Они бескомпромиссно замораживали лицензию Росатома, жестко критикуя отсутствие прозрачности систем контроля качества и крайне низкую культуру безопасности. В Беларуси такой независимый аудит принципиально невозможен. То есть белорусский регулятор, Госатомнадзор, он лишен права вето и тотально подчинен чиновникам правительства. В условиях такой нулевой автономии именно полная подконтрольность регулятора, она становится главной единой точкой отказа для всей архитектуры безопасности БелАЭС. Несамостоятельность регулятора, она уже привела БелАЭС к тотальной информационной закрытости. Данные о любых сбоях сообщаются только по факту, под сильным дипломатическим давлением или из-за утечек в СМИ, а не по принципу вот этой превентивной прозрачности, которой требует МАГАТЭ. Подобная коммуникация – это грубое пренебрежение международным правом и, в первую очередь, Конвенцией МАГАТЭ об оперативном оповещении о ядерных инцидентах, о помощи,
о ядерной безопасности. То есть теми самыми конвенциями, под которыми стоит подпись Республики Беларусь. Минск превратил раннее информирование в инструмент политического торга. Мы оперативно узнаем о проблемах на БелАЭС лишь в одном случае, если сработали системы радиационного мониторинга соседних стран. То есть это обнуляет сами основы культуры безопасности и окончательно нарушит любое региональное доверие. Вот. Формализация тактики информационной изоляции можно считать и выход Беларуси из Орхусской конвенции в 1922 году. Он понадобился именно для того, чтобы легализовать системное утаивание технической документации АЭС и скрыть безнаказанное преследование независимых экспертов и активистов. Вот. Нельзя еще не упомянуть один критический вызов, который стоит перед завершающей стадией топливного цикла БелАЭС. Это дело в том, что ведь риски ядерной генерации они не ограничиваются лишь активной зоной реактора. Они продолжают существовать на этапе обращения с отработанными ядерными материалами. Структура, так называемая БелРАО, которой предстоит управлять будущими захоронениями высокоактивных ядерных отходов, сейчас управляется не профильными учеными и инженерами, она управляется логистами, продавцами или бывшими сотрудниками Комитета госбезопасности. Такой провал компетенции на заключительной стадии топливного цикла, он означает утрату независимого научно-технического сопровождения. И, как следствие, страна просто физически не может выстроить прозрачную, открытую для международной верификации систему мониторинга за объектами изоляции ядерных отходов и отработавшего топлива. Вот. В отличие от других референтных конфигураций реакторов поколения 3+, в проекте БелАЭС сознательно не заложили промежуточное буферное хранилище отработавшего ядерного топлива. То есть единственный резерв сегодня – это пререакторные бассейны выдержки. Вот они на слайде. Даже с учетом неприкосновенной квоты под экстренную выгрузку активной зоны, емкость этих бассейнов она исчерпается уже к началу 2030-х годов. Ядерная логистика не имеет малейшего временного зазора в Беларуси. То есть получается, что строительству надежной страхующей пристанционной инфраструктуры белорусский режим предпочел российские политические гарантии. И последствия этого фатальны. Любой геополитический или логистический сбой графика поставок российских спецвагонов, так называемые ТУК-вагоны, сделает работу невозможной. Белорусский оператор будет обязан физически заглушить реакторы, вести их под критический останов, и тем самым может спровоцировать коллапс генерации в масштабах всей национальной энергосистемы. Далее, изоляция от европейских рынков НСОЕ, она заперла огромную мощность БелАЭС внутри слишком малой национальной энергосети. Власти оправдывают этот профицит какими-то воображаемыми проектами центров обработки данных и масштабной цифровизации экономики. Но, однако, современные дата-центры, они требуют не просто электричества, им нужен минимальный показатель энергозатрат на охлаждение, так называемая PUE. Им нужна инфраструктура Smart Grid, им нужны западные какие-то GPU-ускорители и широкие трансевропейские дата-магистрали. Из-за технологических санкций все эти компоненты для Беларуси недоступны, что делает все планы по компенсации перепроизводства АЭС с помощью цифрового перехода чистым популизмом. На деле страна сегодня полностью лишена реального индустриального потребителя для утилизации переизбытка ночной базовой генерации АЭС. Вот. Поэтому гигантские реакторы вынуждены регулярно разгружаться ночью. Хотя ВР-1200, они конструктивно лицензированы для регулирования графиков нагрузки, но постоянные вынужденные перепады мощности и торможение реактора ведут к серьезному термическому износу металла конструкции и к резкому усложнению управления ядерной реакцией, что в принципе не характерно для таких мощных реакторов. Так. Вот. Ой, извиняюсь. Еще один абсурд – это вынужденное удвоение затрат. Из-за излишков генерации приходится дополнительно тратить миллионы на огромные электрокотлы для простого сжигания лишней ядерной электроэнергии ночью в виде тепла на ТЭЦ.
Во-вторых, из-за структурной несовместимости с энергосистемой с двумя крупными реакторами ВР-1200 потребовалось параллельно строить кластер балансирующих пиковых газотурбинных, так сказать, пик-режимных резервных станций почти на 800 мегаватт. И теперь белорусский энергобюджет, он вынужден одновременно обслуживать огромные кредиты как базовой АЭС, так и гигантского углеводородного резерва для обеспечения надежности. Это убивает всю экономическую энергоэффективность. И при этом государственный ядерный долг, он как бы глубоко непрозрачен. Тарифы сейчас директивно занижены. Они абсолютно оторваны от реальной стоимости генерации и лишь маскируют политические отсрочки по российскому кредиту. Нет прозрачных данных и о целевых фондах на будущий демонтаж АЭС и на захоронение отходов, несмотря на то, что это почти что мировой стандарт. И мне лично очевидно, что любые будущие рыночные реформы, они вскроют этот финансовый пузырь. Неизбежное шоковое выравнивание тарифов до европейского уровня цен может спровоцировать и, скорее всего, спровоцирует масштабный социальный коллапс и политический реваншизм, к сожалению. Также хотелось бы мне вернуться к очень важному факту эксплуатационной надежности БелАЭС. Интеграция новых реакторов, она всегда сопровождается детскими болезнями оборудования. Однако база ПРИС МАГАТЭ, она фиксирует на БелАЭС аномально длительные внеплановые простои. Если в России, например, Ленинградская С-2 или Нововоронежская С-2, дефекты ВР-1200 быстро устраняются оперативно-ремонтными бригадами, а опыт, например, ремонта первого энергоблока переносится на все последующие энергоблоки, минимизируя брак, то в Беларуси сложилась парадоксальная ситуация. Страна не имеет национальных аварийно-инженеринговых команд и критически зависит от выезда российских специалистов. Из-за такого количества технических отказов на БелАЭС с запуском каждого нового энергоблока количество брака только растет. И вот на слайде как раз-таки это проиллюстрировано с опорой на официальные данные МАГАТЭ. Это все констатирует полное отсутствие суверенного кадрового резерва для управления жизненным циклом АЭС. Вне системы НСОЕ БелАЭС – это просто неликвидный, так называемый запертый актив, инвестиционная ловушка, которая генерирует дивиденды исключительно Росатом. Из-за юридически слабой нормативной базы, отсутствия технологии обращения с высокоактивными отходами и кабальной сервисной зависимости от Российской Федерации станция не способна обеспечить суверенную энергобезопасность. И легких путей решения этой проблемы нет. Какой-то форсированный разрыв сервисных контрактов с Россией, он невозможен, так как приведет энергосистему к блэкауту. Причем технологический суверенитет нельзя просто быстро купить. Потому что переход реакторов 3+, на западное топливо, например, на Вестингаус или Фраматон, он потребует сложнейших многолетних процедур, сбора базы доказательной безопасности и очень дорогой и долгой поэтапной опытной эксплуатации. То есть, подводя итог, можно сказать следующее. Игнорирование системного кризиса атомной отрасли грозит тяжелейшим ущербом. И как минимум по двум причинам. Первое – это утрата национального контроля над ядерным циклом. Разменяв углеводороды на инженерную монозависимость под ключ, мы искусственно остановили развитие национального регуляторного контроля и культуры безопасности. Вторая – это макроэкономическая ловушка энергосети. Атомная генерация, она лишилась зеленого финансового смысла. Налогоплательщики сегодня вынуждены оплачивать двойной чек, то есть гасить кредит за строительство БелАЭС и параллельно содержать дублирующие резервные газовые электростанции. Вот. Спасти, на мой взгляд, спасти объект от статуса такой слепой абсолютно инвестиционной ловушки еще можно. Однако для этого необходима полная перезагрузка. Здесь необходим отказ от политики укрывательства инцидентов. Необходимо создание абсолютно независимого от власти регулятора. И, конечно же, необходим тотальный пересмотр экономической стратегии реализации вот этих гигаваттных профицитов. И тогда, может быть, что-нибудь
получится. Вот. На этом все. Благодарю за внимание и до скорых встреч. Пока.